Я рада всех приветствовать, от всей души поздравляю народ Абхазии со всеми праздниками. Маяна, хочу ответить на ваш вопрос. Не знаю, я не сижу сегодня за столом, но все-таки не могу. Меня это очень цепляет, меня это очень, честно говоря, волнует. И я эти праздники как никогда провела не в очень таком веселом предпраздничном настроении. Но речь не об этом. Я с вашим вопросом, вот вы знаете, вот вы абсолютно задали такой же вопрос, вот, который я сама себе задаю иногда. Да, вы вот говорите, а в чем, кто нам поверит? Да? Вот народ поверит ли нам для того, чтобы сейчас у нас будет на повестке дня совершенно такие вопросы, которые просто будут наносить вред нашему народу. Вот я тогда хочу сказать, обратиться не столько к коллегам, да, которые, правда, старались. Но мы, Ливан, вот я не согласна с одной твоей фразой. Мы говорили о том, что мы сделаем все, чтобы этот вопрос не будет принят. Ну, по крайней мере, мы пытались с этим. Но я хочу обратиться к народу. А где мера ответственности? Разделите ее с нами. Я на сегодняшний день хочу сказать абхазскому народу. Я разочарована, может быть, и в себе самой, но я разочарована и в нашем народе. А кем мы стали сегодня? Мы готовы, мы не можем выйти из состояния комфорта. Я хочу сказать, вечером 26 числа, какое количество людей мы превратились, знаете, в кухонных осуждателей, вот сидим, обсуждаем, рассуждаем, но при этом я бы сказала, придите, станьте рядом с нами. Я была до 5 утра. По состоянию здоровья я просто отлучилась на полчаса, и когда я увидела, что идет сессия, знаете, ну как женщине, все считают, что я очень сильный такой человек, но мне хотелось плакать. Мне просто хотелось плакать. Я скажу более того. Вот сейчас ребята все наши говорили, и как-то мы опять взываем, у нас нарушен баланс власти. Я хочу обратиться к Лаше Ашуба. За всю действительную историю, новейшую историю Абхазии, вот пресс-спикер, я обращаюсь в первую очередь к нему, не имел права проводить чрезвычайную сессию. Он нарушил дух, букву закона. Он нарушил разделение ветвей власти. И он сегодня несет прямую ответственность перед потомками, перед нашими детьми, перед нашей молодежью, которая здесь сидит. Прямую ответственность. 26 бакинских депутатов, комиссаров, 25 там было, они 26 предателей в моих глазах. 26 предателей в моих глазах. Придумали бумажка, которая была принесена на площадь, это была бумажка, составленная гораздо ранее. И каждый сегодня поставил себе вот эту ярлык. Мы пытались, мы старались, мы хотели. А я хочу, Марьяна, ответить. И мы пытались и старались, но мы тоже не довели дело до конца. Здесь я с вами согласна. Если народ не хочет нам верить, я призываю, не верьте. Найдите умных, хороших, ответственных, чистых людей, и пусть пойдут за ними. Но я вас просто уверяю и обращаюсь ко всему абхазскому народу. Пицунда – это уже первый шаг. Дальше судебные решения, дальше апартаменты, дальше энергетика, потом аэропорт, Господь, он поверил в Бога, сегодня Рождество, праздник, наш президент в Бога поверил, вот сейчас скоро запустят аэропорт. Вы понимаете, Марьяна, я не знаю, вот, а стоит ли вам верить нам? Ну, ваше право. И право народа, пусть не верит. Но я согласна в одном, мы правда пытались, мы старались, мы пытались, говорили, объясняли, на пальцах объясняли, что это такое. Здесь говорить о легитимности, я совершенно согласна, не надо давать даже оценку тому, что произошло. Это нонсенс. Мы породили, вы понимаете, ящик Пандоры, да нет, он уже давно был открыт. Мы породили чудовище в лице депутатов парламента, которые могут 5:30 сесть, состряпанный на коленках, принять документ за полчаса, ждать, когда наш великий, ну для меня он абсолютно не великий, человек, который подписал и сделал его законом, а потом говорит, что правая рука сотворила запрет, а там левая рука отдает. Это что за глупости? Вы представляете, это в истории, я не помню, какого государства такое происходило. Мы даже перестали быть страной, мы банановая республика. А парламент наш, простите, Ашарашкина контора. Все, спасибо.